Сегодня православная церковь отмечает День памяти святого Георгия Победоносца. По традиции в этот день в Якутске устраивается пасхальный крестный ход. Представители духовенства, якутского казачества, ученики православной гимназии, курсанты речного училища и ученики патриотических классов школ Якутска идут от Преображенского храма до часовни Георгия Победоносца, установленной в районе Площади Победы. Вместе с крестным ходом прошел и наш коллега Александр Хавренко. Да, сегодня в столице проходит крестный ход. Это пасхальный крестный ход, но и к тому же он посвящен победе в Великой Отечественной войне. Возглавляет крестный ход, конечно же, духовенство. Они несут, как вы видите, святыни. В мероприятии участвует очень много людей. Это, конечно, представители духовенства, представители якутского казачества, а также курсанты речного училища, спасатели, ученики специализированных патриотических классов различных школ и участники движения Юнармии. О значимости этого события для православных, ну и вообще для всех горожан Якутска и для всех граждан Якутии нам рассказал владыка Роман. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Сегодня в пасхальные дни 2022 года, 6 мая, приходится День памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В этот день традиционно мы совершаем пасхальный крестный ход, посвященный празднику Георгия Победоносца, посвященный пасхальным дням. 2 года не было крестного хода, и вот по понятным причинам пандемийным. И вот сегодня мы вновь совершили это шествие благодатное, и молитвой осветили улицы города, окропили святой водой. Еще раз напомнили о пасхальной радости, о победе Христа над смертью. И, конечно же, этот путь начинается от главного собора Преображенского и заканчивается Георгиевской часовней, которая здесь, на площади Победы, построена в честь павших воинов за веру и Отечество, живот свой положивших. Это шествие накануне праздника Великой Победы и тоже отчасти посвящается зиму, этому великому дню, великому празднику. Я рад тому, что в нынешнем году шествие совершилось, и вы видели, достаточно много людей приняли участие в самом шествии и сопереживали, глядя со сторон, с окон домов. Молюсь, чтобы Господь сохранил всех нас в мире и единомыслии. Молюсь, чтобы пасхальная радость обновила наши силы, и даровала нам разум светлый, и здоровье, и счастье всем нашим семьям. Но о значимости духовной мы судим по тому, насколько традиция древна. Традиция крестных ходов, она восходит к истокам возникновения христианства. И первые крестные ходы – это были шествия святых жен мироносец, тех ближайших учениц Христовых, женщин, которые на 3-й день после воскресения Христова пришли к его гробу, чтобы помазать тело. Они тоже шли с молитвой, они тоже шли не одни, в каком-то количестве. И это был первый крестный ход. В память об этом крестном ходе мы совершаем крестный ход. Мы тоже идем для того, чтобы прославить воскресшего Христа. И в нашем городе это тоже очень большая, древняя традиция. Безусловно, она была до революции, в новейшее время была восстановлена. И вот она такая долгожданная и очень воодушевляющая, Наверное, за последние несколько лет это самое массовое шествие, самый массовый крестный ход. Потому что до этого 2 года были пандемийные, и крестные ходы были очень маленькие, очень короткие, в основном вокруг храма. Сейчас же процессия растянулась на несколько сотен метров. Я напомню, что крестный ход шел от Преображенского собора до часовни, которая стоит на площади Победы.